Добрый день! Сегодня мы обсуждаем тему женского предпринимательства на нашей дискуссионной площадке. Модераторами сегодня буду я, Азиза Шужеева, и моя коллега, журналист и общественный деятель Айгуль Естайкызы. И сегодня у нас в гостях женщины, известные предпринимательницы, которые имеют за спиной уже достаточно большой опыт в бизнесе, которые реализовали себя и создали уже не один, а несколько проектов. И я хочу представить наших героинь. Сауле Самидин, основательница бренда Саукиле и ивент-агентства Sun Events, а также председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей города Астана. Алуа Курпибаева является SEO казахстанского маркетплейса Clever Market, IT-предпринимательница, тоже активная участница различных бизнес-ассоциаций. И Сулейменова Жанара, основательница бренда Red Park известного, и открыла уже новый проект. Это «Дом у озера», а также является членом правления Республиканского общественного объединения по устойчивому развитию регионов «Асыл Ниет». Добрый день. Давайте начнем. Добрый день. Первый вопрос к вам, ко всем будет. Как вы оцениваете уровень развития женского предпринимательства в Казахстане? На текущий. Давайте на текущий момент. На сегодняшний день на каком уровне, по вашему мнению? На мой взгляд, женское предпринимательство на данный момент набирает обороты, но при этом мы представлены в основной своей части в определенных отраслях. То есть нас нету, например, в промышленности, нас нету в добыче, нету в строительстве практически. В основном мы представлены в социальных направлениях, в образовании. Немного идем, наверное, небольшими шагами в IT сейчас. Азиза является одним из создателей, так скажем, этого направления и тем человеком, который поддерживает это направление в Республике Казахстан. Но все-таки до того, чтобы играть огромную роль в ВВП страны, мы еще очень далеки. То есть мы только-только, так скажем, как я вижу, находимся у таких истоков, да, когда женщины начинают идти и двигаться вперед. Плюс это в основном малый бизнес. Мы не масштабируемся, потому что мы не умеем этого в основной своей части. Малый, мне кажется, микробизнес. Да, микро. И давайте так, потолок это малый бизнес фактически. В средний выходят единицы. Угу. Сауле, как вы оцениваете? Я тоже считаю, что мы сейчас, у нас средний уровень, наверное, развития женского предпринимательства. Потенциал еще есть. Но я не могу сказать, что мы находимся там в зародыше или в начале пути. Нет, какой-то путь уже пройден. И думаю, что на сегодняшний день, как правильно сказали, что мы только в микро и в малом бизнесе представлены. И представлены только в определенных отраслях нашей экономики, что, к сожалению, совершенно удручающее, наверное, положение. И развитие, сейчас оно идет, что открылись центры развития женского предпринимательства при МПП «Тамикен». В прошлом году и целый год они работали, помогая женщинам, которые хотят пойти в бизнес, консультируя их и помогая в финансовой грамотности, помогая в разъяснении тех или иных программ, которые созданы для МСБ в рамках поддержки государством. Очень много сейчас сообществ женских, которые тоже помогают молодому поколению в развитии, в менторстве, помогают в поддержке. И это такой импульс, уже он идет, и импульс дан. Старт есть, и очень много общественных объединений, НПОшек, именно созданных женщинами. И женщины, надо сказать, очень активны на сегодняшний день. Они проявляют, наверное, большую активность даже, чем мужчины. И это развитие в городах, в селах,
То, что сейчас запустился проект там «Одно село, один продукт», да, при поддержке, опять-таки, Центра развития женского предпринимательства, где уже женщин обучают основам малого бизнеса, ведения бизнеса, это тоже хорошо. Потому что вот в Киргизии, например, вот эта программа ОСОП, она развивается уже в последние, наверное, 5 лет, и показатели хорошие, где женщины, создавая продукты, сельскохозяйственные продукты, их упаковывают и уже выходят на мировой рынок. Вот мне кажется, это мой вопрос к Жанар, мне кажется, почему женщины активны в бизнесе? Потому что, как вы правильно сказали, они находятся в самых таких конкурентных рыночных условиях. Потому что сфера услуг, где женщины представлены, микробизнес, образование — это очень высококонкурентные сектора, красные океаны, и чтобы там выжить, нужно крутиться. Как вы думаете, Жанар, текущий уровень женского предпринимательства? На самом деле, в моем понимании, я, конечно, не хотела бы со всеми делить женское и мужское, потому что развитие его как таковое, оно зависит полностью от экономики в стране. И, в принципе, как мужское, так и женское предпринимательство у нас еще именно в конкурентных средах только есть. Это что? Это сервис, это рестораны, это торговля, строительство, да, медицинские какие-то услуги. А если мы говорим глубже и смотрим на то, что бизнес должен развиваться именно в промышленности, то здесь, я думаю, не только женское, да, предпринимательство находится в зачатке, да, но и мужское в том числе. Вот. А так, конечно, женщины наши, они очень активные, в первую очередь, потому что они несут определенную на себе ответственность за свои семьи, за своих детей. И как-то, скажем так, 2 года назад я изучала статистику, и в большей степени оказывается, что женщины идут в предпринимательство по вынужденной, так сказать, потому что они вынуждены это сделать. Не потому, что у них там дух предпринимательства есть, а потому что они должны кормить свои семьи. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эта вот доля, да, женщин, которые идут вынужденно в предпринимательство, она бы на самом деле была бы меньше, чтобы они могли также работать, получать хорошую заработную плату, достойную оплату труда, да, и в предпринимательство шли бы те, кто действительно хочет этим заниматься, потому что это очень тяжелый труд, это стоит нам больших усилий, отвлечения, скажем так, от семьи и детей. Что касается нас, да, моего бизнеса, да, Red Park, то мы выросли, мы сейчас являемся средним, скажем так, средний бизнес, потому что у нас количество сотрудников 100 человек. Но это достаточно сложно, и здесь почему мы не растем? Я думаю, это потому, что у нас проблема с налогообложением. Нам невыгодно расти. Нам легче оставаться в мини и в малом бизнесе, потому что там, скажем так, мы не платим НДС, у нас более облегченное налогообложение. А если бы нам было выгодно расти, то, я думаю, большинство бы женщин, в том числе, они бы строили свой бизнес и наращивали его. А так мы, большинство из нас делятся, у нас есть там несколько ИП, ТО и так далее. То есть расти бизнесу невыгодно, потому что все преференции сейчас у нас для малого и среднего бизнеса. И это прекрасно, это хорошо, но нам нужен стимул для того, чтобы расти дальше. А этот стимул только может помочь нам, как говорится, создать государство. Это на мой взгляд. Вот как раз мы давайте перейдем к проблеме сразу. Жанар затронула как раз-таки проблемный вопрос, почему нет стимула расти женскому бизнесу. Давайте поговорим о проблемах. Вот с какими проблемами сталкиваются женщины-предприниматели? Мне кажется, первая проблема — это все-таки доступ к финансам. Потому что, чтобы расти, должны быть доступны Однозначно. какие-то финансовые продукты, банковские продукты, которые позволяют масштабировать бизнес. Вот что вы думаете, Алуа? На самом деле, вот я сама, давайте так, родом из банковских структур. И, так скажем, лет 10 назад было очень много фондирования от Азиатского банка развития, от Европейского банка реконструкции и развития для женщин-предпринимателей. Но, наверное, не получило такой должный толчок вперед.
То есть фондирование, оно должно быть постоянным, освещение этих вопросов должно быть постоянным. Что делает федеральное правительство США? Да? Они делают основные две вещи. Они делают фонды для женщин, это как они взаимодействуют и помогают в рамках технологий. Потому что технологии — это не говорится только об IT-технологиях, это вообще о технологиях бизнеса, ведения бизнеса, бизнес-процессах, так скажем. Потому что женщине для того, чтобы масштабироваться, для того, чтобы понимать, как идти дальше, ей нужна вот эта наука, так скажем, вот эти технологии. Поэтому вот эти две составляющие, они не должны быть в какой-то момент. Мы создали программу, вот один из крупнейших банков создавал программу «Женщины в бизнесе», да, и делали это какой-то год, как рекламная кампания. Это должна быть такая постоянная, системная работа с женщинами, потому как там фондируются они, как дается и для какого бизнеса. И, естественно, у этих фондов должны быть обязательно какие-то преференции для, опять, женского предпринимательства, да, то есть в торговле, в той же самой микро, в тех же операционных складах, я не знаю, там в образовании очень важно это делать, да. И если это будет фондирование раз, технологии два, возможность, поддержка. То есть вот говорили о центрах женского предпринимательства, да, они очень, пока это не так системно, но все приходят на площадку, действительно, и в основном женщины, они делятся с друг другом, помогают технологиями, рассказывают, что есть и как. Из этого нужно формировать большую базу данных, которая бы помогла, как корпоративный университет большой для женщин, который помог бы структурно, начиная от того, что она просто пришла как специалист, заканчивая тем, как она стала руководителем небольшой компании, где у нее 3, 4, 5 человек, с которыми нужно справиться тоже, которых нужно замотивировать. Вот это все делать в одном. Вот скажите, вот вы, женщины-предприниматели, вы сами получали вот эти вот, пользовались ли вы инструментами господдержки и получали ли вы конкретно вот эти вот финансовые программы кредитования для вот малого и среднего бизнеса? Кто из вас пользовался? Я тоже. Я пользовалась, да. Расскажите про свой опыт. Нет, в начале своего вообще пути как бы предпринимательской деятельности я брала кредит. Я брала кредит по программе «Дому». Это было прям начало, наверное, введения этой программы. И была очень хорошая поддержка в плане того, что я на обороты взяла эти деньги и вернула. Там были, в принципе, на то время хорошие ставки. И там в течение 3 или 4 лет я вернула эти деньги. И это очень сильно помогло как раз-таки мне, как бизнес-вумен, помогло, наверное, приобрести уверенность. Уверенность, что можно делать что-то и большее. Ну, эти средства мы взяли на офис, на приобретение офисного помещения. Тогда, кстати, наоборот, они не давали, а давали вот под какую-то недвижимость. Бизнес-ипотека была такая программа, бизнес-ипотека была. Я думаю, такие инструменты должны быть. Но там не делится для женщин или для мужчин. Это просто для малого среднего бизнеса. То есть там нету гендерного разделения. И сейчас вопрос, как бы, если мы говорим, там, опять-таки, вот поддержка малого и среднего бизнеса, да, вот эти программы. Почему женщин мало берут? Потому что они в микро и в малом бизнесе. А сегодняшние программы, у них есть там определенные, определенные условия, через которые женщины не проходят. То есть есть там оборотные средства, чтобы были свыше 50 или там миллионов. Вы можете взять такую-то сумму. Наличие имущества, наличие этих кадров, да, определенных, не менее там 10 человек и так далее. То есть есть определенные препоны, которые не позволяют взять женщинам кредиты. Женщины где работают? Продуктовый магазин у дома, да? Ну, в смысле, имеют этот бизнес, ИПшки. Это швейные цеха, которые, ателье даже. Нельзя их назвать цехами.
потому что там работает 3-4 человека всего лишь. Это, там, не знаю, салоны красоты, да, которые имеем, услуги. То есть почему не масштабируемся, опять-таки? Потому что нужно снижать тогда вот эти пороги, через которые можно взять тот или иной кредит. И это проблема большая, потому что хочешь взять, или там залоговое обеспечение должно быть мощное, или вот эти условия, опять-таки, должны быть сохранены и так далее. Гринфилды абсолютно не пропускаются. То есть если женщина начинает только бизнес, вот если говорить о залогах и гарантиях, то Дому надо сказать большое спасибо. Вообще они молодцы. Когда-то это было очень проблематично. На самом деле, когда это все начиналось, мы приходили как на ковер с предпринимателями. Но позже как бы система модифицировалась, стало намного лучше, но есть такая история, что мужчины обычно у них как бы вот какой-то есть такое, как бы, может быть, сообщество. Вот женщинам нужно к этому стремиться, да? Они могут за друг друга выступить гарантами, там где-то как-то залогами, где-то перекрыться, как-то вот переговорить там. Это может быть там они выпивая это делают или еще что-то. Женщина, как обычно, начинает одна. Одна, сама, поле, воин, она приходит, ей говорят, у вас нету потоков. Да, она, куда она пойдет? У нее нету потоков, обычно в нее не верят. Верить начинают, я вот по инкубаторам знаю, по IT-инкубаторам, верить начинают только после того, как мы начинаем верить, да, там более-менее там как-то она выдвинулась. Все, и вот эта история того, что нету залогов, нету гарантий, она, в принципе, ставит крест на том, что она берет. Потом она идет в какой-нибудь банк, где берет она займ под 60%. Мы же знаем, что там куча комиссий, которые показывают, да, и это ставит крест на ее бизнесе, потому что она просто задыхается, в конце концов. Я могу рассказать свою историю. Что касается, например, Red Park, да, это торговля. Соответственно, мы не подпадаем под программы поддержки малого и среднего бизнеса, потому что торговля как бы там не особо котируется. Но, тем не менее, у нас получилось взять льготное кредитование, это в период пандемии. За это, конечно, огромное спасибо государству. Но следующий мой бизнес — Дом у озера. Вроде туристическая отрасль, да? И мы все слышим, что сейчас на туризм выделяются достаточные средства, чтобы поднять туристическую отрасль для ее развития под 6%. Приходите, берите. Хорошо, я знаю о всех этих программах, мы идем. Но какие начинаются проблемы? Первое, говорят, как сказали уже, потоков нет, у вас выручки нет. Я говорю, как у нас может быть выручка, если мы строим отель? Он еще не построен. У нас есть залог, само здание, но все равно у вас нет выручки. Третье. Потом ты приходишь, ты уже открылся. Вы знаете, вы еще 6 месяцев не отработали. Мы говорим, мы уже открылись, давайте ваших учредителей там посмотрим. Начинают проверять, например, меня, проверять моего партнера, да. А у нас еще есть бизнес, да, у меня Red Park открыта кредитная линия. У вас на Red Park кредитная линия, здесь мы вам тоже не можем дать. И вот таких вот маленьких шажков, да, я сделала очень много. Естественно, ничего не получила. И мое ощущение, почему это происходит? Просто потому, что денег нету в бюджете, и, соответственно, возникают такие административные препоны, которые говорят, что ты не подходишь по этому случаю, этот случай закрыл, не подходишь по второму случаю. И вот такое вот создается вакуумное пространство, где этот кредит вроде как есть где-то, но получить мы его не можем. И насколько я понимаю, у нас очень большая недокредитованность экономики. Если по последним данным я там смотрела, это что-то там 2% среди всего кредитования, это вот эти вот субсидируемые кредиты. Конечно, ты понимаешь, что женщина не может развиться, потому что сейчас, идя в банк, ты можешь максимум получить кредит по 21% годовых. А зачем рисковать своими собственными деньгами, когда ты можешь, да, положить на депозит свои тенге, получать 15-16% годовых? Зачем вкладывать в бизнес, который принесет, на первом случае, да, в лучшем случае 10%? Зачем это делать? Конечно, никому это не интересно. И таких, скажем так,
сумасшедших женщин, да, можно сказать, как мы, их мало, потому что ты понимаешь, что это огромнейший труд, это большой риск. Справишься ты, не справишься ты. Но ты идешь, потому что у тебя дух предпринимательства присутствует, да, и нам хочется что-то создавать и созидать. Но все создано для того, чтобы это женщины не делали. Но здесь еще, знаете, имеет место быть не то, что этих денег нет в бюджете, а и здесь имеет место быть то, что они есть в банке, но в течение года банки не заинтересованы Да. пропорционально осваивать эти Да, средства, да. потому что им тоже так выгоднее получать как бы на этом прибыль просто с депозита, да. И, соответственно, в конце года, вот в декабре месяце у банков начинается бешеное освоение этих государственных Возможно. средств, и всем подряд по базе начинают звонить и предлагать: у вас есть бизнес-проект, там, возьмете, не возьмете. То есть здесь должен быть какой-то и контроль, мне кажется, со стороны государства, именно равномерности распределения, освоения вот этих вот льготных Да. кредитов. Ну, вы знаете, сейчас же еще есть программа вот это вот грантов. Да, вот там маленькие суммы от 1 200 000 до 5 миллионов. До 5 миллионов, да. И, честно говоря, вот опять-таки сейчас раздают эти гранты, да, как пирожки, Да. грубо говоря, да. KPI непонятен. Ну, KPI непонятен, не прописаны определенные условия. Мне кажется, это порождает какое-то иждивенчество. Да. Там идет многодетная мама, которой нету бизнеса, но хочет открыть бизнес, составляет там бизнес-план, и платит за это деньги, за этот бизнес-план, нанимая. Да. Опять-таки, нанимает, там 200-300 тысяч стоит бизнес-план, нанимает, что-то они там лепят, сдают, да, вроде бы проходит, да, хорошая идея. А потом вот это вот отслеживание или вести их, да, как бизнес, смотреть, мне кажется, ну, настолько этот инструмент, он хороший, но недоработанный. Недоработанный в плане того, что, мне кажется, все преследуют вот этот момент взять, главное, деньги. Каким бы это путем бы ни произошло. А что дальше будет? Как они сдадут отчет? Как они, что они построят? Какой будет у них KPI? И во что это выльется в итоге? Цель какая? Вот очень много таких, я не говорю, что там все такие, кто получает этот грант. Кто-то выстреливает 1, 2, там, ну не знаю сколько процентов. Опять-таки, где эта статистика? Почему не ведется статистика и вот этот вот сравнительный анализ? Эта программа уже, не знаю, 2-3 года, по-моему, существует, да? И даже больше, да? И продолжает. Но мы не видим ни статистику, результатов, да, сколько из этих 100, там, не знаю, 100% выстрелили и дальше продолжают как бы развивать бизнес, малый и средний бизнес, микро даже это бизнес, можно сказать. Поэтому здесь, мне кажется, каждый раз... Вообще проблема наша, вот даже в развитии малого и среднего бизнеса, что мы не ведем аналитику и не делаем выводы на своих ошибках, не признаем их. Только сейчас, вот в этом вот с кантара месяца прошлого года, да, мы начали говорить, слава Богу, об ошибках своих и признавать их. А до этого все было хорошо. Ой, столько-то показателей хорошие, выставляем, что столько-то получила грантов, столько-то у нас новых предпринимателей, стартапов открылось. А дальше что с ними? Да, непонятно. какой KPI, да. Я тоже имела опыт как стартап, IT-стартап, прохождения, значит, процедуры по гранту. Это был не грант от Акимата, там, от одного из учреждений, да, наших, я не знаю, там их много же, всяких разных, да. История такая. Всегда есть околоплодно люди, которые предлагают какие-то услуги, которые якобы формируют какие-то истории. Когда ты горишь своей идеей, когда ты знаешь и понимаешь ее, ты думаешь, ну, камон, это должно случиться. Ну, как бы я как раз-таки тот, кто должен получить этот грант, да. И когда ты приходишь, и в конце концов ты получаешь ответ от жюри, что у тебя нет инновационности, когда ты единственный, наверное, маркетплейс товаров без банка,
не в составе банка, не международный какой-то, я имею в виду, там российские сейчас у нас коллеги сильно на рынке представлены, и не гипермаркет онлайн чисто, да, а ты пытаешься сделать площадку цифровую, которая поможет там цифровой экономике в Казахстане, да, там развиваться, и каким-то будешь первым постулатом, говорят, ну, эта технология не новая, идите. Да? И учитывая, что у нас нету своих систем складского учета, мы берем у кого-то, у нас нету своих учетных систем в основной своей части, мы тоже берем у кого-то. Нам говорят, нет, все равно это не инновация. Это смешно. Но а когда говорят, что инновация — это какие-то очки, которые там не просвечивают, и непонятно для кого они, и эти очки выигрывают, и я внимательно слежу за развитием событий по этим очкам, да, но они вообще просто выиграли, освоили, да, 85 миллионов, и как бы все, привет, да. И когда как бы вот мы, там у меня 150 человек, и у нас склад, и мы делаем уже большую работу, и у нас есть какой-то оборот. Да, мы глубоко еще в убытках. Нам нужно с инвесторами еще долго и долго договариваться о том, что мы будем еще наращивать и наращивать, потому что мы постоянно, как говорится, делаем инновацию. Каждый раз мы прописываем новые истории. У нас на Research and Development, на НИОКР, который в каждом предприятии должен быть, в IT особенно, вот Азиза понимает, у нас заложено всегда не 5% бюджета, а 15-30%, потому что у нас нету этих наработок в Казахстане. Поэтому мне не дали этот грант, мне не дали субсидированный займ. Мне сказали, вот как раз-таки история, ты когда оборот у тебя будет такой-то, тогда ты сможешь взять на разработку. А зачем мне тогда на разработку, если я уже буду иметь какой-то оборот, да, это как бы смешно, но как бы тут история такая, но при этом дому как бы они стараются, вот что большой плюс, они постоянно консультируют, но там нет действительно программ вот отдельно для женщин, которые бы помогали женщине именно вот в становлении ее там как вот предпринимателя, да. Есть вот очень много программ, но они вот в основном как раз-таки не касаются торговли. Или вот казус, мы с Азизой этот казус разбирали, когда говорят, мы торговли дадим до 100 миллионов тенге, прекрасная программа, но торговля только офлайн. То есть офлайн — это если у тебя есть бутик, у тебя есть что-то еще. То есть если девушка занимается торговлей образно в Инстаграме, не может выйти из дома, она декретница, она пытается продавать там где-то на Wildberries, еще где-то, она никогда не возьмет ни миллиона, ни два. Да, цифровая экономика у нас вообще из господдержки вымывается. Да. Как так случилось, спрашиваю, никто как бы не говорил, мы и не вставляли, как бы, да. Хотя мы заявляем о цифровой экономике. Я бы еще хотела поговорить о вообще взаимодействии бизнеса с местными исполнительными органами. Вот мне кажется, в женское предпринимательство еще очень сильно тормозит вот этот вот процесс взаимодействия. Потому что на самом деле мы могли бы породить многие бизнесы, если бы у нас, например, была открыта информация о, допустим, свободных земельных участках. Вот, допустим, вы бы знали, что вот в городе здесь есть какие-то участки, вы могли бы, допустим, предложить какую-то свою бизнес-идею. Или если бы мы знали, как, допустим, инфраструктура у нас в городе будет развиваться, мы бы могли тоже бы предложить, допустим, какие-то бизнес-идеи, бизнес-проекты. Или если бы мы вообще в целом какой-то был, мне кажется, более прямой контакт, без вот этих различных около местных исполнительных органов структур, мне кажется, бизнесу было бы проще. Расскажите про свой опыт взаимоотношений таких административных. Смотрите, когда занимаешься торговлей, в принципе, у меня вопросов не возникало. Но когда мы занялись туристической отраслью, здесь, естественно, как раз-таки очень много проблем, и именно связано с административным ресурсом. Получить разрешение на переустройство, причем не на строительство, а на просто реконструкцию отеля, мы потратили, если не сказать, где-то полгода. Это было ковидное время, и нам постоянно говорили, у нас болеют ковидом, что-то там закрыто и так далее и тому подобное. То есть я не знаю, как и почему так происходит, но акиматы не заинтересованы в этом. В чем, почему, тоже непонятно. Может быть, у них как-то неправильно выстроены их KPI, может быть. Но мы открываем отель,
берем на работу, практически 50 рабочих мест открываем. Ну, это никому не интересно. Ну, слава богу, все решилось. Но вот, например, есть другой, да, после того, как мы открыли Дом у озера, у нас поступили дополнительные предложения, и предложили нам строительство отеля в Баянауле, на озере Жесбай. Так вот, я хочу сказать, до сих пор, уже 1,5 года не могут, вроде генплан, говорят, утвердили, все утверждено, много инвесторов хочет вложить деньги, да, в Баянаул, но тендер, который должен проходить, да, на как раз таки участки эти, не проходит. Почему? Ну, мы сами знаем, да, что у нас что-то происходит, то в комитете поменялись, то министр поменялся, то еще что-то. И, понимаете, просто обидно, что есть инвестора, которые готовы вложить деньги, готовы строить инфраструктуру, да, отели, комплексы различные, но не могут это сделать по той простой причине, что, опять же таки, нашим акиматам это неинтересно. Почему? Тоже возникает вопрос. Вот вопрос тендерства хотела затронуть. Да, вот вы говорите, что тендер не проходит. На самом деле в госучреждениях работают не бизнесмены, не те, кто конкретно создает тот или иной коммерческий продукт. А кто пишет у нас техспецификации? Эти госслужащие. Они почему-то не привлекают экспертов. У нас не развита вот эта система экспертности. Техспецификация так написана, не знаю, под каким-то шаблоном пишется или что. Но их винить тоже нельзя. Они не знают вообще. Они не работали никогда, ну, не строили даже вот туристический, да, объект. Они не строили. Как они могут знать, откуда им брать вообще вот это условие для техспецификации? Понимаете? И вот эта вот проблема, это не только в туризме, везде. У нас вот я в культурно-событийной деятельности то же самое. Напишут техспецификацию, ты хочешь участвовать в этом тендере, но когда ты читаешь эту техспецификацию и начинаешь понимать, что это невозможно сделать, ну непонятно, кто-то сделает это же. Ну там, наверное, есть коррупционная составляющая. Вот я когда такие спецификации читаю, я сразу понимаю, что это уже под кого-то сделано, да. Но это под кого это заточено, он тоже не выполнит эти требования. В том-то и дело. Значит, кто-то закроет на это глаза. Конечно, система, вот это вот вторая проблема, когда система работает на уменьшение стоимости. Тоже вот ты идешь, уменьшаешься, но ты в какой-то момент понимаешь, что ты не выполнишь все эти условия. Если ты работаешь как эксперт, ну, ты знаешь, да, вообще, что можно сделать на те или иные деньги, а там кто-то спускает там вплоть до не знаю, до 50%, ну, сейчас, по-моему, 30% разрешили только. И ты думаешь, как он это? И ты скидываешься с этого тендера, потому что ты реально оцениваешь свои силы и свои возможности. Зачем лезть туда и в минус уходить по своей прибыли, да, ну, ради только того, чтобы выиграть этот тендер? Вот это тоже мне непонятно. Вот эта система госзакупок, над ней вот уже в течение года, наверное, работают, да, но ничего, по-моему, нового там не предпринимают. Потом система госзакупок, ну как можно интеллектуальный труд, да, интеллектуальный, креативный, да, сравнивать, ну, грубо говоря, стандартизировать ту же закупку, ну, или ты покупаешь кирпич, который стандарт имеет, или ты покупаешь креативный какой-то продукт, а условия одинаковые. Вот это тоже одна из больших проблем, которые вот пытаемся поднять и пытаемся как-то разделить, наверное, разные виды и услуг, и товаров, и так далее. Саулиш, ты знаешь, это вообще у нас не только в креативной индустрии. Недавно мы на рабочей встрече, да, обсуждали именно госзакупки. Присутствовали ребята, кто занимается непосредственно производством. Это то, чего у нас нет. И то, что мы должны поддерживать свое собственное производство. Но получается как? Например, объявляется тендер, ну, скажем, на какие-то резиновые сапоги. Там такая цена, говорят, которая не изменялась там 5 или 6 лет. Соответственно, наши собственные производители, естественно, по такой цене не сделают.
кто-то рисует там, что это сделано где-то в Казахстане, там 90% из Китая привезет, может быть, 10% в Казахстане сделает, и под предлогом казахстанского производства это продает. А настоящий производитель, который может и готов это сделать, он не может участвовать, потому что он понимает, что это слишком дешевая цена, и он не может предоставить продукт, за который он переживает, и качество, за которое он отвечает, по такой цене. Вот это вот госзакуп по самой низкой цене, мне кажется, это вообще большая-большая проблема и противник всего, что у нас происходит. Это нужно однозначно менять. И это происходит и в консалтинге. У меня был опыт работы в консалтинговой структуре, когда ты готова внедрять продукт, делаешь его на все 100 и 150%, предоставляешь лучших модераторов, лекторов, да, и консультантов, но ты видишь совершенно другую цену, ты там участвовать не можешь, выигрывает опять кто-то, кто еще демпингует. Ну и что самое интересное, это компании-однодневки. У нас до сих пор консалтинговая компания работает уже 15 лет. Да? У нас высокая цена, она работает, предоставляет услуги, но причем не нашим государственным компаниям, а западным компаниям, которые готовы с ней сотрудничать. А все казахстанские компании, которые предоставляли вот эти услуги по, скажем так, низкой стоимости, они все куда-то потом исчезают. Однодневно. Да. Вот и результат, что у нас не развивается ни производство, ни даже креативная И тут вопрос, вот я подытожу, да, тут вопрос в том, что когда ведут законотворческую работу, должны подключаться обязательно те объекты, субъекты, да, которые участвуют в этом процессе во всем. Потому что мы сейчас вот с Азизой столкнулись с историей, да, закон об электронной коммерции. Собираются писать, но в основной своей части подключают иностранных, да, там, партнеров наших, там, Wildberries, Озон, еще кто-то. Но мы же должны в России, помимо крупнейших маркетплейсов, существует миллион нишевых маркетплейсов, которые представляют текстиль отдельно, детскую обувь отдельно. И они сосуществуют с друг другом абсолютно нормально, потому что у них позволяют условия. У них формируются новые маркетплейсы, новые услуги. А это все площадки. Это все площадки, которые позволяют жить. У нас получается история такая, что будет как бы закон, скорее всего, и мы будем, конечно, качать со стороны Техновумен, это там со стороны Атомикена, но, скорее всего, там в основе будет лежать топовые маркетплейсы, в основном не наши, и один наш, который представляет банк, да, у которого сегодня девушкам мы до встречи с вами рассказываю, ROI 96%, это означает, что он монополист. Он просто монопольно съедает, и вопрос тут такой, что он влияет на инфляцию к тому же, ко всему. Поэтому всегда должны участвовать. Экспертность, она есть не только там у экспертов, которые законотворческой работой занимаются, но и у тех, кто на своей шкуре испытал эту историю, да, который проходил, который знает, и именно эта аудитория, КАЗДЕФ, так скажем, да, она должна проходить обязательно. Закон тоже, в принципе, может проходить по agile-системе. Он тоже может, как IT-продукт, формироваться, и это продукт, который необходим, у которого должна быть своя аудитория, своя целевая группа, которая будет довольна этой историей. И та, и другая, и государство, и предприниматель. Да? Ну, то есть, говоря о том, что, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего эфира о развитии женского предпринимательства, значит, мы приходим к выводу, что для развития женского предпринимательства над законодательством и над различными механизмами должны работать непосредственно женщины-предприниматели. И еще вопрос. Вы сейчас затронули проблемные вопросы не только женского, но и вообще в общем предпринимательства, но все-таки, исходя из именно тех секторов, где задействованы именно женщины-предприниматели, исходя из проблем женщин, как вы считаете, какие меры поддержки именно женщин-предпринимателей сейчас в Казахстане актуальны? Мне кажется, вот одна из мер хороших, если мы опять введем систему квотирования.
в программы государственные, субсидирование то или грантообразующие, да, программы. То есть если бы там была бы, что квота выдается, там, пускай это будет там 20%, не знаю, для женщин, то женщины бы тогда бы как раз-таки бы туда могли бы заходить. Вот, кстати, такое предложение я недавно от одного эксперта услышала, и по тендерам. Конечно, Он говорит, это- что нужно в системе госзакупок прописывать... Да везде, мне кажется, нужно. Как один из инструментов, что должны быть там не менее, там, допустим, 30% в системе госзакупок потребителями должны быть женщины. А вообще еще классно было бы, если бы сделали, это мы сейчас говорим про микро, малый бизнес, да, опять-таки, но чтобы женщина вышла на другой уровень, это квотирование должно быть и в других, да, вот в других, где вот финансируется там сырьевой, например, рынок или еще что. Вот везде квоты. Тогда бы вот женщины у нас бы выстрелили бы. Если бы производством, там, сырьем, добычей сырья тоже бы занимались. Назовите мне хоть одно имя, кто занимается добычей сырья, женщины. Ну кто? Нету Никто, их да. такого. Никто, ни одной нету. Вот если бы сделали квотирование, распределение вот этих вот участков или мест, где Да. можно что-то добывать, То лишь просто подставить. почему нет? Девушку. нет, Пусть даже подставят. Да пусть даже подставят. Это хорошо. Зато это даст вот этот толчок и стимул. Первый. Тогда и пойдет, и мы зайдем тогда и в средний бизнес, и в крупный Большой бизнес. бизнес. Это хорошая, отличная мера. Алуа, Ну, на мой взгляд, вообще систематизация именно в части развития женского предпринимательства, она должна начинаться с того, что у нас должны появляться какие-то институты, государственные институты, которые бы занимались непосредственно вот развитием женского предпринимательства. Опять на примере США, мне нравится этот пример, да, есть институт женского бизнеса. Это прям государственная структура, которая поддерживает, которая систематизирует, которая следит за тем, чтобы фонды распределялись так равномерно, чтобы у женщин были такие же права. Да? То есть возможность фонда женского предпринимательства, например, да, который бы финансировал только женское предпринимательство и отчитывался за него. Технологии. Опять дать женщинам инструменты, которые позволили бы им развиваться, идти вперед, да, это тоже обучение там какое-то, это какие-то возможности участия в различных там направлениях. У нас даже, давайте так, история референс-визитов не развита так, как в Штатах, то есть женщина до того, как начать бизнес, она вообще может обратиться в какую-то структуру и пойти посмотреть вообще этот бизнес, как он работает, каково, да, той женщине, которая создала этот бизнес, каково ей, интересно это, неинтересно, да, там с ней проговорят, и ее встретят все время. И вот систематизация, на мой взгляд, начинается именно с этого. И там будет и деньги, там будет и обучение, там будет и, я не знаю, лоббирование интересов женщин, опять же, да. Вот системно, я думаю, вот что это, кстати, тоже хорошее предложение. Мне кажется, это следующий этап развития Совета деловых женщин. Мне кажется, он должен Отделиться от перестать- Аликяна. Так что он должен перестать быть консультативно-совещательным органом и, может быть, действительно выделиться там, в дочернюю какую-то организацию при НПП, комитет, как вот институт. Реально это Но мы очень- на самом деле создали ОЮЛ, где женщины в бизнесе, и вот это вот можно Да, первый продвигать шаг уже. Да, есть. первый шаг уже есть. И еще хотел добавить вот к тому, что сказала Алуа. Наверное, очень хорошо женщин, ну не только женщин, это касается и мужчин, наверное, парней, девушек и парней, их готовить уже в школе. Помните, раньше были у нас УПК? УПК, учебно-производственные комбинаты, где обучались элементарным профессиям средним. То есть слесари, швеи, кондитеры, повара. Ну, не скажите, я была оператор ЭВМ. ЭВМ, вот, компьютерщики, IT, да. Мне тоже, я была секретарем, машинисткой, даже получила права в УПК, понимаете? И вот эти профессии, мы сейчас тратим время на переквалификацию. Очень многих профессий, деньги тратит государство. Хотя можно это все внедрить уже в школе, в старших классах, последние 2 класса, и уже бы женщины бы уже бы умели бы шить, швей бы тогда бы появилось бы больше швей. Сейчас же на рынке как раз-таки легкая промышленность, она в каком? В упадническом состоянии, и не хватает ни швей, ни конструкторов.
поваров не хватает, да, элементарно. Может быть, какая-то бизнес-идея бы появилась. Конечно. То есть, когда малый и средний бизнес развивается за счет чего? За счет навыков. Именно то, что можно делать руками. Вышивать, строчить, печь там, и так далее, понимаете? И эти навыки, к сожалению, мы сейчас обучаемся самостоятельно. Вот молодое поколение, они самостоятельно курсы проходят и так далее. Но зачем, когда это можно все сделать вот повсеместно? Вы знаете, я полностью согласна с девочками, что женское предпринимательство необходимо поддерживать, возможно, создавать какие-то институты. Но хотелось бы, знаете, на эту проблему чуть-чуть взглянуть глубже, потому что если будут созданы условия, то оно все разовьется, и женское, и мужское в том числе. На мой взгляд, опять-таки мы обсуждали в нашей рабочей группе «Васыл Ниет», мы решили, что первое, да, что необходимо. Необходимо, во-первых, мы ждем, конечно, новый налоговый кодекс. Вот это снижение порога по НДС, это прямо, я не знаю, для чего это было сделано, непонятно. Второе, этот НДС очень сложно платить, рассчитывать. Здесь много сложностей в администрировании. И кроме этого, в таких как раз-таки индустриях, где участвуют женщины в большинстве случаев, да, это сервисные услуги, да, салоны красоты, рестораны, отели, здесь, возможно, НДС и не нужен. Например, сейчас рестораны перешли на розничный налог, и все очень рады, все прекрасно этим налогом пользуются, платят налоги, ничего не скрывают, и неважно, какой у них оборот. И это дает стимул для развития и перехода, скажем так, из малого в более средний бизнес. Кроме того, для того, чтобы развивалось наше производство, опять-таки, да, дизайнерам было выгодно шить не просто, скажем так, как у нас вот фэшн-парк есть, мы там раз продаем 10-20 единиц какого-то дизайнера, а чтобы они уже переходили на другой этап и становились уже промышленными, да, скажем так, цехами, то здесь обязательно нужна протекция государства. Мы должны защищать свой рынок. Мы не можем, они просто наши дизайнеры, наши производственники, они не могут конкурировать. Нам очень сложно конкурировать с тем же самым Китаем, Да. с тем же самым Узбекистаном, с Турцией, с Киргизией даже сложно. Даже с Киргизией. Турция, вы знаете, Турция оплачивает, субсидирует расходы предпринимателей на открытие магазинов. Я сама работала мы начинали с франшизного бизнеса, турецкие компании получают 50%, им закрывают аренду в ТРЦ. Кроме того, Турция закрыта для, скажем так, импорта легкой промышленности. Но у нас же рынок открыт, пожалуйста. Вот, кстати, вот и этот мы не вопрос, можем легкая промышленность, Ассоциация легкой промышленности часто поднимают, что они реально не могут конкурировать. Вот легкая промышленность — это прям где женщины. Да. Не знаю, 98%, наверное, это женское предпринимательство. И понятно, что мы не можем конкурировать. У нас нет, во-первых, вообще производств нету. Ни тканей, ни пуговиц, сырья. Фурнитуры. Вообще элементарных таких вещей. Ниток даже нету производства. Не говоря уже о тканях, да. Поэтому это первый вопрос, да. Вот эти производства должны как раз-таки вот субсидироваться, наверное, и какие-то все равно ограничительные меры завоза надо делать, иначе мы не поднимемся никогда. Потом второй момент. У нас рабочая сила, понятно, она дорогая. Вот как бы ты там ни хотела, из-за малочисленности населения у нас швеи получают, чтобы найти хороших швей, надо им платить хорошую зарплату. Их мало. Во-первых, мы потеряли, у нас образовался вакуум как раз-таки вот этих вот специальностей, таких профспециальностей. И поэтому, конечно, у нас все наши фабрики, производственники плачутся, что они не могут по цене, по себестоимости конкурировать с той же Киргизией. Оттуда все завозится. У них там уже поставлены цеха, у них поставлено вот это все. Даже если сырье завозится из-за рубежа. Но у них производственный процесс сейчас наладился больше, чем у нас. Давайте подведем теперь итог сегодняшнего нашего прямого эфира. Итак, что бы вы пожелали всем женщинам-предпринимателям
И может быть, тем, кто сейчас нас смотрит и кто хочет свой бизнес делать, ваши какие-то такие основные выводы после сегодняшней дискуссии. Пожалуйста, давайте коротко подведем итог, какое-то резюме. Может быть, кто-то из вас хочет обратиться, я не знаю, к госорганам, к депутатам. Я бы, наверное, обратилась, к тем девушкам, которые только начинают, которые, может быть, работают где-то, но мечтают о бизнесе. Надо не бояться, надо идти вперед, и надо искать нетворкинг среди таких же женщин. Потому что благодаря ассоциациям, в которые я вступила, конечно, их много, и многие из них не очень качественные, да, кто-то что-то лоббирует и так далее. Но ассоциации женские, они на самом деле очень такие, большая сила. Они дают нетворкинг, они дают возможность идти вперед, они дают опыт, они дают новые возможности. Поэтому, на мой взгляд, я бы пожелала девушкам, особенно которые хотят начать свой бизнес, которые хотят пойти, не бояться и вступать в различные ассоциации и идти вперед. Дорогие девушки, если вы планируете открыть свой бизнес, самое главное, мне кажется, вера в себя. Верить в себя, учиться. Я думаю, каждый бизнесмен понимает, что он должен учиться каждый день, каждый час. Потому что наш мир не стоит на одном месте, он развивается, и если мы за ним не успеваем, то мы отстаем. Поэтому самое главное — терпение, учебы, познание новых знаний, и чтобы у вас все получится. Сауле? Уже самые главные вещи уже сказаны. Это вера в себя. И, конечно же, любить свое дело. Мне кажется, у каждой женщины есть свое хобби и есть любовь к тому или иному делу. Мне кажется, выявляя это дело, вы можете это монетизировать и масштабировать. И это сделать в сегодняшнее время, в сегодняшней ситуации очень легко. Главное — следить за информацией, главное — владеть этой информацией, и главное — знать, как пользоваться этой информацией. Спасибо. Дорогие девушки, оставляйте в комментариях свои вопросы, предложения. Возможно, у вас есть кейсы и истории из предпринимательского опыта. Можете поделиться ими. Возможно, кто-нибудь из вас станет героинями наших следующих выпусков. Оставайтесь с нами. Да, спасибо большое всем за участие в сегодняшнем эфире. Закончим на таком, скажем так, позитивном настрое, что действительно женщины-предприниматели должны разрабатывать законы и программы по развитию женского предпринимательства. И с этой мыслью будем работать весь 2023 год. Направлять энергию. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.